Браво. Сегодня Вячеслав Гайзер отчитался перед Госсоветом о деятельности правительства за прошлый год, планах на этот и среднесрочную перспективу. Нынешний доклад был самым продолжительным. Вячеслав Гайзер выступал почти 2,5 часа. Все это время прямую трансляцию события наш телеканал показывал в прямом эфире. Жители узнали, какую работу провела команда действующего губернатора за 4 года. Отчет стартовал с вопросов ЖКХ, перешел к обеспечению граждан доступным жильем и темпом строительства, а также к дорогам и транспорту. Вячеслав Гайзер выразил желание продолжить действующий курс, а также, цитата, «сделать республику более сильной, а жителей успешными и защищенными». Максим Васильев о главных трендах. Мы не сдали позиций. Этот тезис Вячеслава Гайзера несколько раз повторяется в докладе. Причем перед народными избранниками, и это главная неожиданность, первое лицо отчиталось не только за год прошедший, но и за все 4 его полномочий. Экономически ушедший год был непростым и для страны, и для региона, но совместная работа власти и жителей республики не прошла даром. Сегодня выполняются все социальные обязательства. По многим показателям республика уверенно движется вперед. При этом подчеркну, что не следует воспринимать существующую стабильность как само собой разумеющееся. Только планомерная и последовательная работа по сохранению устойчивости в экономическом секторе республики дает нам возможность активно развивать все сферы нашей жизни. Сфера ЖКХ, строительство жилья и возведение дорог – вот 3 кита, на которых стоит понятие «комфортное проживание». Коммуналка – самая сложная сфера, и здесь основной упор на доступности услуг и финансовую устойчивость ресурсных организаций. Факты говорят сами за себя. Льготные тарифы на тепло для сельчан, почти 6 миллиардов за последние 4 года субсидий на возмещение убытков ресурсных организаций, твердое вето на бесконтрольное повышение оплаты за коммунальные услуги. Это был верный подход. Был сделан упор на повышение уровня самосознания граждан и общественного контроля в коммунальной сфере. Сегодня любой житель может получить ответы на интересующие его вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами и предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Считаю, что каждый гражданин должен четко знать, куда он может обратиться с жалобой на нерадивых коммунальщиков и получить помощь в защите своих законных прав. Сказать, что в республике сегодня строят много жилья, значит не сказать ничего. Только в прошлом году квадратных метров возвели почти в 2 раза больше, чем в 2012-м. И темпы строительства только наращивает. К решению жилищных проблем граждан мы подходим с точки зрения их жизненных обстоятельств, их желаний и возможностей тем или иным способом решать свои проблемы. Мы оказываем различную помощь в улучшении жилищных условий граждан. Так, например, в 2013 году были предоставлены социальные выплаты инвалидам на обеспечение жильем на сумму 22,6 миллиона рублей. 14 семей смогли улучшить свои жилищные условия. 25 семей получили социальные выплаты на переселение из признанных закрывающимися населенных пунктов. На это было направлено 40,1 миллиона рублей. В целом же за 4 года в рамках этих мероприятий улучшили жилищные условия 197 семей. Объем финансирования общий составил 271,4 миллиона. Возрождение социально значимых, но от этого совсем не рентабельных авиаперевозок внутри республики тоже из успехов 4-летия. Причем из Сыктывкара теперь можно улететь не только в Усинск или Воркуту, но и Казань или Нижний Новгород. Напрямую. Преодолевать трудности с достоинством – отличительная черта нашего региона, говорил Вячеслав Гайзер. Экономика Коми на фоне статики других регионов поддерживает довольно неплохой темп. Не все регионы, включая те, что считаются традиционно стабильными и обеспеченными, готовы похвастать ростом большинства экономических показателей. Индекс промышленного производства за 2013 год по сравнению с 2010 годом составил 109,9%. В 2013 году было добыто на территории республики 13,8 миллиона тонн нефти, 3,4 миллиарда кубов газа, заготовлено 5,6 миллионов кубических метров древесины. Объем нефти для переработки составил в минувшем году 5,4 миллиона тонн. В стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года одной из главных целей мы определили формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в регионе и 4 года планомерно работали над этим.
Коми станет республикой новых возможностей, заявил Вячеслав Гайзер. Этот тезис открыл вторую часть его доклада. В ней он расставил основные приоритеты дальнейшей работы власти, над которыми она будет работать следующие 4 года. Для создания республики новых возможностей считаю обязательным обеспечение условий для развития новой экономики и, безусловно, сохранение темпов нашего развития в существующих отраслях. Необходимо продолжать курс на создание комфортных условий проживания, решение жилищного вопроса, развитие транспорта и дорожной инфраструктуры. Мы должны продолжать модернизацию медицины, социальной сферы и образования. Год спорта оставил после себя отличную инфраструктуру, но и это еще не все. Спортивных объектов в Коми станет еще больше. В ближайшие 3 года мы должны выполнить планы по строительству 11 сооружений соответствующего профиля. В 2014 году спорткомплекса с бассейном в Воркуте, универсальных спортивных площадок в Выльгарде и Визинге, физкультурно-оздоровительного комплекса в Усть-Куломе. Правительство Коми будет категорично поддерживать республиканские товарные марки. Мы проведем своеобразную экспансию лучших товаров в соседние регионы, заявил Вячеслав Гайзер. По словам губернатора, именно поэтому активно продвигается бренд «Выбирай наше». Очень хорошим примером экспансии такой считаю открытие состоявшихся 2 магазинов республиканской сети «Сияние Севера» в Санкт-Петербурге. Продукция Сыктывкарского ВЗ, а в перспективе мясные деликатесы из оленины от агрокомплекса «Инта Приполярная», птицефабрики Зеленецкой и других товаров наших производителей стали доступны петербуржцам, многие из которых выходцы из нашей республики. В текущем году в северной столице будут открыты еще 3 магазина. Аналогичные торговые точки планируются к открытию в других регионах России, включая Москву. Ближайшие планы – это Вологда. Вячеслав Гайзер заявил, что намерен баллотироваться на пост губернатора. Я считаю членом своей команды каждого жителя региона, который мыслит конструктивно, заявил глава республики. При поддержке населения он будет и впредь отстаивать интересы республики и сделать ее еще сильнее. Максим Васильев, телеканал Юрган, Сыктывкар.